невролога, у глазного, у лор-врача был и УЗИ делал. И что тебе сказали? У глазной все хорошо, у невролога тоже. К сожалению, не всегда у детей все хорошо со здоровьем. Чтобы вовремя распознать заболевание и начать его лечить, проводится диспансеризация. На этот раз она получилась по-настоящему масштабной. В течение 3 дней врачи обследовали учащихся Чемчирской школы-интерната. 3-дневному десанту медиков предшествовал этап забора крови. Он проводится для того, чтобы ребенок пришел на осмотр с результатами анализов. После того, как дети были осмотрены, мы даем рекомендации для дальнейшего обследования, лечения у соответствующих специалистов. Я думаю, что диспансеризация в школе-интернате, она не проводилась вообще уже давно, много лет. Осмотр проводился только педиатром. И на сегодняшний день это очень хорошо. Родители довольны, потому что не всегда получается взять своего ребенка, повезти, обследовать, пройтись по всем специалистам, а тут получается, что специалистов очень много, есть возможность пройти всех. В школе-интернате обучаются более 450 детей. Большинство из них находится здесь с понедельника по пятницу. 130 человек остаются в учебном заведении. Есть здесь и дети из социально незащищенных слоев населения. У них нет возможности куда-то детей отправлять, если не заболеют, то их периодически водить и проверять. Есть трудные семьи, где им тяжело, где по 3, 4, 5, 8 детей находятся. Их всех не проверят. Потом я хотела бы сказать, что семьи, которые воспитываются с бабушками, с дедушками, только с отцами. Поэтому я хочу благодарность такую, знаете, с низким поклоном благодарность объявить Абхазо-Абадинскому конгрессу. Главными героями диспансеризации можно смело назвать медиков. В свои усилия объединили различные специалисты Минздрава – офтальмологи, кардиологи, лор-врачи, эндокринологи, педиатры, неврологи, урологи и реабилитологи. В течение 3 дней школу посетил широкий спектр специалистов, больше 10 человек. Всего в диспансеризации приняло участие около 35 врачей и медсестер, с одной стороны, а с другой стороны более 350 детей и еще около 100 учителей. Не все врачи смогли остаться в Очимчире на ночь, поэтому часто сменяли друг друга, вообще люди занятые, поэтому их очень тяжело оторвать от работы на 3 дня, но тем не менее они все равно поддержали этот проект. Диспансеризация выявила различные заболевания, в том числе достаточно серьезные патологии. В целом процент выявляемости здесь оказался выше из-за большого количества детей. Узловые зобы были у девочек обнаружены в раннем возрасте. Со стороны урологии были несколько случаев мочекаменной болезни обнаружены, у мальчиков фимозу. Также были обнаружены врожденные аномалии развития, по одной почке было у нескольких человек, было несколько пороков сердца обнаружено, тоже ранее не диагностированных, семьи были не в курсе. А дети, которые много контактируют с гаджетами, имеют серьезные проблемы в очень даже раннем возрасте по линии офтальмологии, которые тоже требуют обязательного реагирования. Мы сделали ЭКГ обследования и взрослым, и детям. Традиционно в школе также были обследованы взрослые люди. Проект оказался возможным благодаря совместным усилиям большого количества людей. Кстати, пока мы находились здесь, некоторым детям и лекарства приобрести, некоторые врачи взяли на себя дальнейший осмотр и лечение детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. И за это прям очень хочется поблагодарить. Я просто уверена, что все вместе сделали большое, благое дело. Конечно, отдельные слова благодарности школе-интернату, руководству и каждому учителю, который очень большое внимание уделяет здоровью своих подопечных. В целом, мероприятие такого масштаба не было бы возможно без всех врачей, которые нас поддержали, без лаборатории, которая работала в ударном режиме в течение всей недели, проводя анализы около
400 человек. Очень сильно помог организовать это мероприятие Министерство здравоохранения Абхазии, в частности, заместитель министра Саида Юрьевна Делба, человек, который курирует направление педиатрии Гуня Эсма Юрьевна, но также сам министр Будба Эдуард Валерьянович. Мы хотим поблагодарить главу Очамчирского района Бигвала Беслана Владимировича, а также Перцхеля Беслана Дмитриевича за то, что помогли нам организовать перемещение и размещение врачей в Очамчире. Всемирный абхазо-абазинский конгресс запустил проект в марте 2023 года. Диспансеризация направлена на оказание квалифицированной медпомощи ученикам и учителям сельских школ Абхазии. Эсма Гуланзе, Шезин Абганба, пресс-служба ВАК.